Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители на волне ТТМ Саха-радио и на телеканале НВК Саха. Свою работу начинает передача «Якутск сегодня». Сегодня 28 марта, четверг, в студии режиссер Михаил Эверстов, Мария Сунхалырова, у микрофона редактор Эдуард Рудых. 26 марта в Якутске состоялось учредительное заседание отделения Российского исторического общества в Республике Саха-Якутия. О деятельности, целях и задачах местного отделения Российского исторического общества сегодня расскажут заместитель председателя отделения, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Андриан Афанасьевич Борисов и председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Руслан Васильевич Васильев. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 320066 и 321166. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы. Вначале расскажем нашим радиослушателям и телезрителям о Российском историческом обществе, об истории, о целях и задачах. Пожалуйста, Андрей Афанасьевич. Я хочу прежде всего начать свой рассказ, скажем тогда, о истории образования Российского исторического общества. Но оно было образовано, то общество, правопреемником которого является современное Российское историческое общество, оно было образовано в 1866 году, то есть еще в царской России. А ее правопреемник, нынешнее общество, было учреждено в 2012 году. Я что хочу сказать прежде всего? То, что вот эта дата, 1866 год, это, видимо, не случайно была такая дата, потому что в это время как раз в России происходили очень важные процессы, которые тоже как-то, может быть, перекликаются с современной ситуацией. Дело в том, что Россия тогда, если вы помните, после довольно такой тяжелой Крымской войны, когда Российская империя с трудом сумела, так сказать, совсем, конечно, не устранила внешнюю угрозу, но все-таки выдержала, противостояние западными, державами, Франция, Англия, и тогда существовала Османская империя, и после подписания Парижского мирного договора, не совсем простого тоже для Российской империи, Россия приступила к модернизации, то есть к реформам. То есть были сделаны соответствующие выводы по результатам этой события Крымской войны, и началась серия реформ. Самое известное, отмена крепостного права, и те реформы, которые потом назовут буржуазными реформами, то есть которые уже подвинули нашу страну к тому обществу, в котором, в принципе, мы сейчас продолжаем жить, в том числе и гражданское общество, и развитие экономики, образования, и как раз то, что мы называем сейчас, стали возникать общества. То есть, в том числе и общественная жизнь начала, так сказать, активизироваться, и надо сказать, что это общество сыграло выдающуюся роль за тот период, пока оно существовало, то есть, более чем полвека. Потому что достаточно сказать, что оно участвовало очень активно в культурной жизни, многие, культурные проекты проходили под эгидой этого общества, В составе этих членов этого общества были выдающиеся ученые, деятели культуры, и, конечно, представители государственной власти, в принципе, то, что и сейчас, в принципе, наблюдается. Если переходить уже к современному обществу, как я уже сказал, оно было образовано в 2012 году, и уже практически в большинстве субъектов Российской Федерации, это более уже 60 регионах Российской Федерации уже созданы такие региональные общества. В том числе они созданы и в новых территориях, которые присоединились к Российской Федерации, например, на Донбассе, Буквально месяц назад такое общество было создано в Республике Тыва. Поэтому наше региональное отделение тоже идет в общем таком контексте, скажем так, переходя к целям и задачам общества, надо сказать, что, конечно, прежде всего
общество ставит перед собой целью не только обратить внимание, но и как-то вот продвинуть процесс вот именно приобщения как можно широких слоев населения к изучению, значит, ну, скажем так, получению информации о хотя бы о важнейших, так сказать, исторических событиях, исторических явлениях, ну и, конечно, личностях, да, выдающихся, которые сыграли большую роль в истории, ну, в частности, в истории России, да. Вот, ну и как бы там несколько блоков, как бы вот задач, да, то есть, прежде всего, конечно, это, как я уже сказал, собственно, изучение, да, или, например, сохранение, да, вот этой исторической информации, да. Очень часто историческая информация, значит, отлагается в виде памятников. Вот сегодня мой сегодняшний собеседник об этом подробно скажет, да. То есть вот это направление очень тоже занимает большое место в деятельности Российского исторического общества. Кроме того, немалое место в работе Российского исторического общества занимает популяризация, просветительство, то есть доведение до, опять-таки, населения, да, исторической информации, исторических сведений, опять-таки, до широких слоев населения, начиная вот, ну, со школьников, получается, да, молодого поколения. А там форум очень много всевозможных, да. Это не только вот лекции, не только там какие-то акции, да, такие публичные, да. Но также, конечно, публикаторская деятельность, издание журналов, газет или там вот сейчас вот современные средства информации, да, массовой информации. Ну и, конечно, издание учебников. Вот. Ну вот у нас, если уже переходить к целям и задачам нашего регионального отделения, надо сказать, что вот мы, прежде чем создать наше региональное отделение, естественно, очень досконально изучили все программные документы, да, и планы, которые ставят перед собой Российское историческое общество. И мы нашли, что, конечно, и наша Якутия, она как раз вписывается очень хорошо вот в эти и программы, и в планы Российского исторического общества. Вот я просто назову некоторые вот направления, которые вот уже запланированы в ближайшие годы. Мы все знаем, что вот в следующем году будет широко отмечаться 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это, конечно, выдающееся событие не только в истории 20-го столетия, но и вообще в целом в мировой истории. Потому что вот в этом событии, конечно, решающую роль именно сыграла наша страна, да, наши народы, которые многонациональный народ нашей страны. И, конечно, Якутия, она, я думаю, что начиная уже не только с этого, но уже давно, в принципе, идет подготовка к этому. Но вот я думаю, что то, что наше отделение создано, то есть это нам как-то облегчит эту работу вот, по координации, как-то вот, ну, помощи, может быть, да. Вот, потому что Российское историческое общество также еще имеет такую задачу, как бы проводить консультативную работу, аналитическую работу, скажем так, да. Вот, чтобы была такая связь между, вот как уже говорится, да, что вот академическая наука все-таки она зачастую, как сказать, ну, не то чтобы замыкается, но потому что академическая наука, она прежде всего работает на фундаментальные какие-то вещи, да, которые часто не всегда понятны, и не всегда на широкий круг так выходят, не сразу выходят. Да и вот как раз Российское историческое общество должно способствовать, чтобы эти идеи как-то, и, как вы правильно сказали, популярно, значит, выходили на широкую, так сказать, ну, широкое пространство, скажем так, да, такое, общественность, да. Ну, вот если коротко вот сказать, да, вот это вот такие вот задачи и цели, да. Вот, ну, еще, может быть, что сказать, да, вот. Кто стал инициатором создания учредителей, да? Да, вот сегодня вот, ну, поскольку я представляю свой институт, конечно же, в числе одни из ведущих, конечно, организаторов и учредителей выступил мой институт, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения РАН, Федерального исследовательского центра, да, ЯНЦ СОРАН. Ну, также вот мой сегодняшний собеседник, вот Руслан Васильевич Васильев, председатель тоже Всероссийского, Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников, да, истории и культуры. Также и другое тоже общественное объединение, там Союз, значит, историков и архивистов. А кроме того, два наших старейших вот учреждения, которые как раз занимаются в том числе вот просветительская работа, это, конечно, наш старейший краеведческий музей, объединенный, да, краеведческий музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Ну и, конечно, вот Национальный архив, тоже наше центральное учреждение. Вот. И я думаю, что, конечно, вот
когда еще и библиотека. Да, когда будет создан совет и начнется дальнейшая деятельность, то, конечно, в число участников этого движения, конечно, будут вовлечены и другие, я думаю, учреждения, и организации, которые заинтересованы в этом, и, конечно, просто обязаны тоже состоять в этом региональном отделении. Один из учредителей это Якутское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников, председатель Руслан Васильевич Васильев. Вам слово. Да. Во-первых, сегодня такой знаменательный день – это Всемирный день историка. Да. Поэтому я хотел бы поздравить, Андриан Афанасьевич, вас лично, и всех любителей истории, учителей, краеведов, кто занимается, причастен к истории с этим праздником. Поэтому всех с праздником. И, конечно же, наша общественная организация очень заинтересована, чтобы рядом была такая же общественная организация исторического общества. Потому что, когда мы начинаем работать с какими-то объектами культурного наследия и их выявляем, то обязательно нужна какая-то, в общем-то, подтверждение, научное подтверждение, историческое подтверждение любого объекта. Потому что, скажем, те объекты, которые мы находим с признаками объекта культурного наследия, они проходят процедуру экспертизы. Это государственная историко-культурная экспертиза, которую проводят. И чтобы это прошло нормально, и объект стал объектом культурного наследия, чтобы его занесли в единый государственный реестр, чтобы он стал под защитой уже федерального закона и сохранялся для наших потомков. Это такая сложная большая работа, и без поддержки такого исторического сопровождения невозможно. И вообще даже наше общество, скажем, это же общественники, краеведы, общественники, любители истории, люди, которые не безразличны, наша историческая память хотели бы сохранить, и двигаемся, но когда нет научной поддержки, исторического сообщества, это уже, скажем, маленькое движение неполноценное. И когда есть такая поддержка, мощное крыло историческое, то тогда наше движение становится более фундаментальным, более мощным таким движением, которым начинает считаться люди, потому что действительно наши предложения, а если мы это ведем вместе эту работу, то, конечно же, это уже мы можем много выявлять наших исторических каких-то объектов. И, скажем, сейчас мы ведем работу, такую большую работу по выявлению наших сакральных территорий. А сакральные территории, очень много легенд, связан с эпосом, с преданиями. Казалось бы, люди преклоняются этих карасир балнарди, этих хаялара, этих көллер, этих сиддер. А, скажем, подтверждающих документов не хватает. И поэтому, конечно же, когда рядом идет такое научное сообщество, которое действительно может это все систематизировать, и тогда наши такие заявки, прочее, они уже поднимается процент прохождения историко-культурной экспертизы. Это очень важно. Тогда, в общем-то, мы как можно больше задачу сохранить эти наши сакральные земли, наши сакральные территории и, скажем, места, связанные с какими-то, нашими гениями, с нашими личностями, которые вошли в историю. Это очень важная работа. С какими-то событиями. Конечно, конечно, да. Если, скажем, события с гражданской войны, с Великой, как-то мы, это все недалеко в историческом плане. А если копнуть глубже, скажем, более древние времена, тут уже без поддержки такого сообщества уже сложно работать. И, конечно, самое главное, я считаю, что действительно наука наша, историческая наука, когда возникает на их базе еще общественные организации, они становятся более открытыми. Как уже Андриан Афанасьевич сказал, они более доступны становятся, и их информация, она начинает идти в общество. А у нас же много студентов, школьников, вообще краеведов, которым этой информации не хватает. Понимаете, Потому что мы же можем любой факт исторически интерпретировать по-разному. Мне кто-то сказал, бабушка, дедушка сказал, и я начинаю об этом рассказывать. А когда рядом есть какое-то историческое сообщество такое, они дают правильную информацию, и тогда на уровне
образование этой информации, создание этой информации, да, вот тогда уже правильный вектор сразу закладывается. Это очень важно, потому что исправлять потом намного сложнее. К нам поступил звонок от нашего радиослушателя. Руслан Васильевич, пожалуйста, микрофон. Алло. Здорово. Здорово. Бухаровская краебед, Дермалась Кревин. Вопрос беревен. Василий Эпкадан, Лариса Эпкадан, Сырна была. Где краю было шатыгар, асынамук кейте, Салават Юлаев, асынан көтетенере. Он волнаны араскаты билбәкіп была. Өте түгінші таушы шалты өжетті Аллахқа уфа қораттын албыттыра. Оны біліңі комсомольский площадьқа тұрыр бұттыры. Салават Юлаевы парқа кейді раңға. Onun bundan öteci çöğdanı sahalar bunlar bu değil o bilgiye Salavat Yulayep haydahtanı daha sığını var. Onun bundan işi Salavat Yulayep'ı nasyonalne görüyor başkide gelen ularıtan otan sakat takidini sorulu kabarısı diyen. Etik edilir onu paybenlikleri karıştırıcılar onu historianı bu ülke Andriyan Borisov tohsilleri. Hepsi Salavat Yulayep'ın hallabuttu. Угу. Все, Памятники, да. Что-то в курсе? Ну, давайте, да, действительно, вот такая проблема есть, да. Ну, это уже как бы в советское время сделано, это уже как бы исторический факт, да, когда... А это уже памятник, уже это, охраняется государством. Да, это уже объект культурного наследия, да. Но тут, конечно же, сейчас об этом полемика идет очень давно. Это поднимает вопросы очень много людей, да, общественность как бы это, и мы это четко знаем, что вот здесь надо что-то делать. Поэтому здесь, конечно же, нужен союз художников, потому что это делал авторская работа, да. Поэтому здесь должно быть веское слово именно союза художников, и, конечно же, потом должны подтвердить это историко-культурную экспертизу. Провести, и тогда, наверное, все как бы надо сделать на законных основаниях. Потому что так никто не может взять этот памятник, снять, да, и поставить, скажем, другой какой-то образ. Да? Поэтому здесь должна быть очень правильно согласованная работа. Безусловно, я согласен, да, вот, с нашим товарищем, что все должно быть правильно сделано. Действительно, там должен быть наш якутский герой, потому это памятник, посвященный там нашим воинам, которые защищали нашу родину, нашу общую отчизну, да? Поэтому я думаю, что мы к этому придем. С одной стороны, с этим памятником также связано очень много воспоминаний. Люди поклонялись к вечному огню столько лет. Это участники войны, которые уже знали. Это сложно. Непростой вопрос, да, поэтому здесь надо очень взвешенно подойти и правильно. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 32 00 66 и 32 11 66. У нас в студии заместитель председателя отделения Российского исторического общества в Республике Саха-Якутия, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Афанасьевич Борисов и председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Руслан Васильевич Васильев. Напоминаю, что в Якутске состоялось учредительное заседание отделения Российского исторического общества в Республике Саха-Якутия, и оно стало одним из исторических обществ, отделений исторических обществ, которые работают у нас в России. Вот Российское историческое общество, я вот заходил на сайт, у них тоже работа такая планируется и идет, и председатель общества Нарышкин, да? Да. Ага. И как у вас будет, ну, то есть, как будет работа вестись с головной организацией? То есть, они будут с вами работать, какие-то задачи перед вами ставить, или вы какие-то инициативы будете вносить? И, наверное, вот все общества, когда по России будут тоже участвовать в деятельности основного общества в Москве и тоже какие-то свои лепту вносить в всероссийское движение вот этого.
Сейчас мы переходим на рекламу 4 минуты. После этого продолжим нашу передачу. Оставайтесь с нами. На волне ТТМ Саха-радио и на телеканале НВК Саха продолжает свою работу передачи «Якутск сегодня». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 32 0066 и 32 11 66. Вернемся к нашему разговору. Андрей Афанасьевич. Да, вот я продолжу, да, вот отвечу на вопрос, который был задан перед рекламой. Дело в том, что вот у нас так получилось, что, к сожалению, вот после вот, скажем так, распада, да, Советского Союза у нас одновременно произошел распад вот именно нашего исторического пространства. В общем-то, я вот хочу сказать, что конечной целью, да, то есть, скажем так, генеральной, может быть, целью, да, российского исторического общества является формирование общеисторической, значит, вернее, общероссийской исторической культуры. Общероссийской исторической культуры, да. То есть, вот поскольку, ну, это все заметили, особенно в 90-е годы, произошла такая фрагментаризация, в том числе исторического сознания, да, вот, ну, какая-то вот цельность исчезла. И вот поэтому вот это общество, в том числе, должно выполнить такую роль по именно объединению, по консолидации, скажем, тогда все-таки у нас же есть общие какие-то ценности, у нас есть общие события важные, общие такие генерализирующие, значит, события, да, и, значит, явления в истории, да, которые как раз сплачивают и объединяют нашу страну. Общая история. Да. И вот поэтому, вот как правильно был задан вопрос, вот эти проекты, о которых я уже начал говорить, вот они как раз должны нас всех в этом направлении помогать нам работать, да. Вот, например, я, когда на стадии вот формирования нашего отделения проводил консультации с правлением, ну, у Российского исторического общества есть правление, вот, председателем, руководителем которого является очень известный историк Руслан Григорьевич Гакуев, доктор исторических наук. Вот он сам ведущий научный сотрудник Института российской истории, ведущего нашего института в Москве, который находится. Я вот озвучил идею, что вот не так давно Ильдар Хан, да, то есть глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев подписал указ о значит, праздновании, да, 400-летнего юбилея, значит, вхождения, присоединения, да, Якутии в состав российского государства. А мы это, еще раз напоминаю, будем отмечать в 2032 году. Хотя кажется, что вроде как еще далеко, да, но на самом деле это, конечно, это в исторической перспективе это не так много, да. И хотелось бы вот к этой дате подойти как-то вот не то чтобы во всеоружие, но хотя бы подготовленными, да. И правильно вот должна быть какая-то вот серия, значит, мероприятий, которые, как сказать, подготовили бы вот эти события, скажем так, да. Ну, например, это могут быть те, значит, тоже исторические события, те исторические, значит, явления, которые как раз возникли, да, вот в ходе вот этого 400-летнего развития вот до наших дней, скажем так, да. Это могут быть совершенно различные эпохи. Это могут быть события там 18-19 веков, допустим, да, это когда происходило освоение. Ну, Якутия тогда считалась, да, начиная с 17 века для не только русского человека, но и вообще для мировой, как сказать, для других стран, да, например, для Китая того же, да, считалось это очень так, это что-то такое отдаленное, протяженное, далекое, какое-то непостижимое какое-то, да, пространство. И вот когда происходило вот это освоение в 18-19 веках, конечно, были очень важные события, которые сыграли выдающуюся роль, да, например. Или, например, события 20 века, о которых я уже начал говорить, это вот, например, вот юбилей до 80-летия победы на Великой Отечественной войне. Вот скоро будет отмечаться 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Вот для нас, якутян, это не такое чуждое совершенно событие, да, вот как раз несколько лет назад произошло важное событие, да, до нас наконец-то дошло пассажирское сообщение, скажем так, да. И вот как раз вот это тоже, этот проект тоже будет нас, скажем, помогать. И, Андрей Афанасьевич, да. Пожалуйста. Поступили 2 звонка, поступило. Алло, слушаем вас. Алло. 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 Алло, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Я вот рад, что в передаче участвуют такие большие, великие люди, как русское общество.
историческое. И вот я хотел бы знать ваше мнение, Андриан Афанасьевич. Вот кто мы такие конкретно? Я хочу знать, кто я такой, откуда мы, откуда произошли. Всякие версии есть. Одни так говорят, как вот Руслан сказал, бабушки, дедушки. Там в Википедии по-другому говорится, в интернете. Я вот хотел знать, кто мы такие, откуда произошли. И у Руслана спросить про наши сакральные территории. Вот. Эта территория, Руслан, наша, или же мы пришельцы на этой территории, на Якутию? Спасибо большое. И второй звонок принимаем. Второй слушатель. Алло. Здравствуйте. 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 Меня зовут Ирина, из Исмаильского улуса звоню. Здравствуйте, Ирина. У меня как бы не вопрос, у меня просто, если возможно, может быть, администрация города на заметку бы взяли. А вот в районе парка IT, в районе 202 микрорайона, на перекрестке, стоит памятник Георгию Победоносцу. Он открыт был в 2000 году или в 2001, я вот сейчас точно не помню. Ну, и он в таком очень печальном, заброшенном состоянии находится. Вот. Ну, вот как бы у нас сейчас время такое, да? Надо обратить внимание, да. Чистое воспитание, да? Во всех как бы сферах. И вот, ну, такое у меня. Хорошо, спасибо. О происхождении народа Саха. Официальная версия. Документальных Ну, это будет, конечно, сильно сказано, да? Но когда мы говорим вот так, откуда мы пришли, скорее это можно говорить в таком метафорическом, так сказать, измерении, да? Вот. Ну, дело в том, что, как вот обратили внимание еще самые первые исследователи, которые занимались изучением, да, в том числе происхождения якутов, они обратили внимание, что якутский язык и культура, и вообще в целом, да, якуты сами, они производят впечатление очень такого архаичного народа, да, то есть, который сохраняет в своих традициях, да, вот в основе своих каких-то там начал, да, культуры, духовные, материальные, какие-то очень архаичные черты, да. Это, например, заметил и наш выдающийся ученый, наш первый якутский историк и этнограф Ксенофонтов, да. Поэтому вот так вот говорить, что мы откуда-то пришли, наверное, слишком уж и так упрощенно. А вот откуда мы произошли, наверное, будет более так правильно сказать, да. И вот мы что хотим сказать, вкратце если сказать, да, что вот особенно в последние вот годы наши вот археологи особенно, да, они нашли очень много новых фактов, да, которые говорят о том, что действительно формирование якутского народа происходило не вот так вот в результате там какого-то, тем более вот же говорят, откуда-то там убежали там, и так далее. Но это, конечно, это все опять-таки по мотивам каких-то преданий, или вот как вот Руслан Васильевич говорил, кто-то сказал, да, каких-то там историй, которые были рассказаны, кто-то записал потом, да, вот. Вот я и так бы ответил на этот вопрос, да. То есть якуты это не пришельцы, это, как говорится, действительно такой коренной народ, который здесь испокон веков, что называется, формировался, развивался на территории Якутии. Вот. А что касается вот второго вопроса, да, там речь шла о... Памятники Георгию Победоносцу. Да. Нет, вот там еще перед этим еще... сакральные территории, насчет сакральных территорий, я просто перед тем, как Руслан Васильевич скажет, да, более подробно, да, здесь вот, собственно, такую ремарку просто хочу сказать, да, вот в плане того, что называть сакральными территориями. Вот первый вопрос, который должен стоять, да. И вот как раз я думаю, что над этим должны работать как можно больше специалистов самого широкого профиля, да. В том числе и мы, историки, конечно, тоже приложим, так сказать, свои усилия для того, чтобы дифференцировать это понятие. Вот. А, конечно, вот по поводу памятника Георгию Победоносцу я согласен, конечно, нужны реставрационные работы. Да. Пожалуйста, вам слово. Ну, давайте я сразу начну с первого, с последнего, да, с памятника Победоносцу, это Георгию Победоносцу. Конечно, вот его, это не памятник, не объект культурного наследия, там реставрация не нужна, но провести ремонтные работы там, да, вот такие необходимы, конечно. Я думаю, что вот это мы я сейчас запомнил себе, взял на заметку и обязательно обращусь к главе города Якутска, чтобы, и тем более к играм Дети Азии, город Якутск должен быть красивым. Да, и чтобы люди видели, что мы заботимся обо всем, и, конечно же, эти работы, я думаю, будут выполнены. По поводу, скажем, откуда пришел якутский народ, там, или коренной, или какой, да, я действительно, вот Андрей Афанасьевич правильно говорит, я считаю так же, тем более, что наш ученый
Юрий Мачанов, да, он наш, как бы есть Дерин-Кюрях, где он нашел как бы орудие человека, созданное человеком, да, ну, как бы он предполагает, 2-3 миллиона лет назад. Ну, значит, здесь жили люди. Другое дело, конечно, был ледниковый период, какие-то времена потепления, похолодания, и какие-то племена приходили, отсюда уходили, поэтому происходило смешение. Потом, да, это же люди не жили оседло в одном месте. Они все кочевали, двигались. Поэтому, безусловно, и вот в этот, во всем, это вообще долина Туймаада, это был как такой мощный котел, где формировался наш современный народ. Вот то, что мы сегодня выглядим, это вот в этом котле все это и варилось. Были разные люди, приходили, но коренной, вот костяк оставался, к которому соединялись и заходили новые люди, там, да, племена. Это происходило такое смешение. Вот, наверное, так, да. А вот по сакральным территориям, конечно же, вот, они, надо, конечно, их классифицировать, потому что есть сакральная земля, может, для одного маленького наследия. Это их сакральная земля, да. Есть для какой-то семьи, для рода, потому что это значимое место для их семьи, там, да, вот поэтому есть сакральные места, которые имеют значение на всю республику, известные там, да, поэтому здесь, конечно, такая вот большая работа, и мы хотели бы, скажем, чтобы эта работа была вот именно не просто собрать легенды, да, легенды вот есть, я вот буквально были в Амге, там была научно-методическая конференция, вот, посвященная Эсэху Оламхо. И там вот, ну, нам дали вот о сакральных территориях, преданиях, там, ну, огромное количество, да. И там можно просто вот, и, конечно, тебе очень важно, чтобы здесь подошли историки, которые сделали отбор, правильный отбор, который бы соответствовал историческим всем данным, да, археологическим данным, тогда действительно вот это мы должны вот эти территории-то и обозначить. Вот их сохранить надо для наших потомков. И еще такой момент очень важный, да, вот сейчас у нас развивается очень активно туризм, да, вот по статистическим данным, да, потоки увеличиваются, развивается внутренний туризм, приезжают там, скажем, из центральной России к нам очень много там, да, и здесь очень важно, вот мы буквально недавно при поддержке города Якутска провели курсы гидов-экскурсоводов, которые сейчас вот в Минпреде, затем они аттестуются и будут внесены в единый федеральный реестр. Знаешь? И очень важно, чтобы вот информацию нашим туристам доносить правильной. Порой слышишь, что один турист рассказывает там что-то, какие-то байки, вот тоже, да, и удивляешься. И потом, представляете, вот, две группы туристов встречаются и начинают там, о, нам рассказали так, и у них абсолютно разные версии по каким-то фактам. Да? Поэтому здесь очень важно, чтобы вот, мы преподносили очень правильную историю. Да, эти истории, основанные на фактах. Истории, конечно, да. Там, конечно, можно дальше говорить, что вот, ну, должен факт исторический, а потом, да, легенды такие, гипотеза, может, такая, там, вот, кто-то сказал, вот, да, разные интерпретации, но факт должен быть действительный, правильный, да, поэтому очень важно. К нам поступил звонок, алло, слушаем. Алло, здорово. Здорово. Мен была по Крупскайта, моя шептин звонну. Onu bola manna вопрос тақпын. Білген болған әте күнгі тоқ нүргін батыр абетник тұтуқа надежен вопрос бітақ біттір. Оны әлбәқ өйір күді. Жон санағырын әп біттір. Оны болғаны мен анағыраттан түгінде даққан бұтыр абетник тұпаққа әжеуітті. Оны болғаны жүйіне нұрықы Нұргын батырдар түгін дарқан павник бұдан сақан ұротыр, бұдан солталақ бұлықтақ ұллады. Оны потақта. Историктер, санатыр оны бұллады. Димяқты нақ ол радио кейде. Оны саналақпын. Оны те, сөпкет дейді. Кен біз саналақ өткет. Маны олықтақ бұлыр-бұлыргіттен олық. Омтан жа ол папатыққанын атыттар маны күштақтара дей. Ете туынан ұрық өссек самоғатта жен үшуына еме етіні тұрғырсар әті сұрыр әлті бұғыла аватта. Онлық. Ол кені Орта Азия үнірік өрені әйтен Ташкенгі өремітті. Оның әлбақ бай докумону бұлырғы докумоныра қағыс бітті. Ол кеме серьезно. Хәп мақтанауыт.
Памятник. Памятник опять. Да, вот действительно, вот была буквально неделю назад научно-практическая конференция по озеру Сайсары. Да, и вот там очень много говорили там, да, на эту тему, и там как раз вот возникло, и до этого в газете писали вот, о памятнику там, да, вот Нюргун Батуру там, да, поставить памятник. И вот на этой конференции там тоже прозвучала идея поставить памятник Тыгындархану. Да, тем более он как раз в районе озера Сайсары и проживал. Да, вотчина была. Да, вотчина, это в районе Чучур-Мурана, и вот здесь как бы вот летние, зимние, у него были стоянки там, да, вот как раз в этих местах. И даже наверное, уважая, даже вот наши казаки, когда пришли сюда, они знали Тыгындархана, уважали его, и когда они Якутск переносили на эту сторону, острог Якутский, они просили разрешения у Аюка. Так ведь, да, Андриан Афанасьевич? И Юг им дал, разрешил, вот дальше вот на этом месте можете построить свой острог. Да? Поэтому, конечно, авторитет Тыгындархана, Тыгындархан был очень такой великий, да, и знали даже русские казаки это дело, и уважительно к нему относились. Безусловно, памятник ему должен где-то стоять, тем более, что в районе ресторана Мусхая, где там недалеко, там же был еще знаменитый Тыгынов курган. Курган, да. Да, понимаете. Который во время войны разрыли. Да, вот поэтому вот с его именем вот есть такие, да, и места, да, такие вот. Поэтому, я думаю, должны, конечно, где-то поставить. Но сейчас вот идет разговор, что на горе Чучур-Муран там поставить, скажем, памятник Ильяю. Да, это как вот это легендарная, конечно, личность, но такая пассионарная личность, которая вот по легендам он провел первый цех, там, да, стал посуду делать, дымокуры там развел первые, и он бы как бы, как правильно сказать, оберег долины Туймады, как бы, это символ, да, вот, долины Туймады должен стоять на Чучур-Муране. Вот такая идея есть. У нас осталась 1 минута и заключительное слово. Андриан Афанасьевич, вам. Я бы хотел вот пожелать нам всем, да, тем, кто сопричастен вот к Российскому историческому обществу и ко всем, кто интересуется этим, да, как-то вот консолидироваться, да, прежде всего, да, найти как-то вот общие точки соприкосновения и активно сотрудничать. Вот я призываю всех. Спасибо. Ну, я бы добавил, да, вот даже в сегодняшней передаче вот столько вопросов возникло, спорных таких, да, вот дискуссионных вопросов, и вот как раз эта тема, которую мы должны с вами обсуждать вот в нашем российском историческом обществе и приходить к какому-то единому мнению. Спасибо. Я напоминаю, это была передача «Якутск сегодня». Всего вам доброго. До новых встреч.